видеоуланет, дона уджиортиас, кагульничаяс, чолам сыктыв каршань, мидерт тиянкет быттерытняулам, комияс, и держа проблема с гашкамян откоть. И вот там мне кажется, чернит не сыйлыш, а кuješka матысны после челядис коми кывдора. Дорогие друзья, коллеги, дорогие пермяки, привет вам из Республики Коми. Я бы, конечно, сегодня хотела поделиться работой о формировании положительной мотивации к обучению коми-языку в дошкольных образовательных организациях. Эта проблема достаточно насущная, потому что у нас в Республике Коми все-таки существует такая проблема, что в местах компактного проживания коми-населения уменьшается количество людей, владеющих коми-языком. И, конечно же, сокращается количество детских садов, где коми-язык является родным, то есть как бы является основой для организации образовательного процесса. Но в любом случае мы надеемся на то, что ветер перемен, скажем так, коснется наших краев тоже. И все-таки мы наблюдаем интерес у молодежи, у интеллигенции, у молодых семей, родителей, которые хотели бы, чтобы их дети владели коми-языком наряду с русским языком. И работа нашей лаборатории, она направлена именно на то, чтобы сформировать у педагогов, у родителей, ну, а, конечно же, и у детей, потому что дети ориентируются на родителей и педагогов, вот такое вот исконное желание говорить на своем родном языке. В нашей республике реализуется концепция развития этнокультурного образования, согласно которой проводится достаточно много разных мероприятий, различных творческих проектов. И, в общем-то, эта концепция как бы способствует тому, чтобы мы работали в таком едином информационном пространстве. Для Республики Коми характерны два вида дошкольных образовательных организаций по тому, как представлен коми-язык в образовательном процессе. Первый вид – это где педагогический процесс организуется на родном для большинства детей коми-языке. Второй вид – это когда коми-язык представлен в общем контексте этнокультурного содержания, и в основном это, конечно, касается городов, поселков, районных центров Республики Коми. И если в первом виде детского сада коми-язык изучают как родной язык, то во втором виде коми-язык изучается как второй государственный. Мы не можем похвалиться, конечно, большим количеством таких детских садов, и в основной причиной является то, что недостаточно педагогов, владеющих литературным коми-языком. Но радует то, что сегодня многие молодые педагоги подключаются к этой работе и стараются включать интересные технологии и методики в свою работу. Конечно, большим подспорьем для педагогов и, в общем-то, основой для качественной работы является наличие разных программ и методических пособий. Этой работой занимается лаборатория национальных проблем дошкольного образования, которой в октябре исполнилось 25 лет. И именно в связи, может быть, даже вот с этой датой мы проводили такую творческую презентацию в рамках большой конференции «Родной язык в дошкольном образовании».
И я благодарю всех педагогов из Коми-Пермяцкого округа, которые активно подключились к нашей работе совместной. Вы продемонстрировали очень интересный опыт работы. Я надеюсь, что в будущем будет возможность вам приехать к нам для того, чтобы мы все-таки такое организовали живое общение друг с другом и обменялись опытом работы, как говорится, на месте уже. Надеемся на это в будущем. Итак, в нашей лаборатории разрабатываются 3 комплекта по 3 направлениям. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей, традициями и культурой Коми народа. И, в общем-то, я хочу продемонстрировать новые издания, которые вышли в этом году. Именно это программа «Детям о Республике Коми». И к этой программе у нас подготовлена рабочая тетрадь. Это общий один комплект. К этой же программе подготовлен мультимедийный диск со всеми необходимыми материалами в электронном виде, в том числе представлены и фильмы, мультфильмы, разные презентации, кроссворды и так далее. Все, что помогает раскрыть эту программу. И сейчас готовится к печати вот такое пособие для воспитателя, также с таким же наименованием. Здесь даны тексты по каждым темам для того, чтобы воспитателям не нужно было искать научную литературу, можно было воспользоваться уже готовыми, адаптированными для работы текстами. Ну и, конечно же, сюда, в этот комплект у нас входят такие пособия, как Коми-Share, Коми-Орнамент, различные аудиопособия, различная литература такого содержания, культурологического содержания, которая помогает повысить как бы теоретический уровень педагогов. Второй комплект направлен и посвящен обучению коми-языку как родному в дошкольных образовательных организациях Республики Коми. И основной программой или как бы основой этого комплекта является образовательная программа «Джолюк», «Малышок». Эта программа также вышла в этом году. Она составлена по соответствии со стандартом дошкольного образования, включает в себя все образовательные области, включает все виды деятельности, включает в себя перспективное планирование. И, в общем-то, конечно, все эти пособия, которые были изданы до этого года, они, я думаю, подойдут для того, чтобы раскрыть содержательную линию этих образовательных областей. На сегодняшний день у нас достаточно много издано уже пособий по разным образовательным областям и по ознакомлению с природой, с окружающим и так далее. И вот еще такую интересную книгу мы издали, которая называется «Джолюкясес Буттан Севмадан Лунпас». Календарь воспитания и развития детей. В общем-то, это, конечно, большой труд, который создавался не один год, можно сказать, в течение 10 лет я собирала этот материал, и здесь можно найти на каждый день разные виды работы с детьми, и это пособие, конечно, эта книга, она поможет как воспитателям, так и родителям. И третий комплект посвящен обучению коми-языку как государственному дошкольных образовательных организациях. Также у нас имеется программа, которая имеет название «Чоло Мьорты, здравствуй, друг». Под эту программу имеется рабочая тетрадь, методические рекомендации, различные игры, лото, например, где представлены как раз вот те ситуации, варианты, картинок, которые можно использовать во время обучения коми-языку и так далее. В общем-то, это уже тема другого выступления. Времени, конечно, остается мало, и я буквально хотела остановиться на некоторых моментах, которые направлены на то, чтобы все-таки заинтересовать детей процессом обучения коми-языку. Что мы
в общем-то, реализуем, какие проекты. Конечно, у нас проводится много разных конкурсов, которые мотивируют воспитателей для того, чтобы они включали в свою работу наиболее интересные методы приема, содержания. И, в общем-то, эти конкурсы также являются таким вот стимулом для повышения качества работы с детьми. Конечно, проводится конкурс Коми Велетыш, в котором участвуют и воспитатели детских садов. Очень интересным был конкурс, республиканский фестиваль творческих идей. Мы издавали вот такой вот диск со всеми материалами, который также разошелся по всем детским садам, и воспитатели могут уже непосредственно использовать свои наработки. Постоянно мы организуем такую вот форму, как педагогический десант, когда собирается группа наиболее активных педагогов, имеющих в своей работе интересный опыт работы, и мы выезжаем в разные районы города. Выезжала наша группа и в Коми-Пермяцкий округ, в Кудымкар. Реализуется проект «Школа агропедагогики Джолюк-Малышок». Этот проект реализуется уже с 1916 года, реализовывался на грант фонда президентских грантов. Сейчас он реализуется на грант Министерства экономики Республики Коми. И, в общем-то, основная цель этого гранта – просвещение родителей в пользу двуязычного развития детей, использование разных форм активизации детско-родительских отношений, и в том числе через организацию фестивалей детско-родительских театров. В общем-то, эта работа проводится очень интересно. Все результаты проекта мы обобщаем, создаем разные сборники, сценариев, различных технологий, как нужно организовывать театрализованную деятельность в детском саду, создаем диски, чтобы могли посмотреть, опять же, педагоги и родители могли посмотреть работу своих коллег. Организуем мы летнюю школу игропедагогики, и организуем мы на базе Финно-Угорского культурного парка в селе Иб. В этой летней школе проводим разные формы работы, творческие мастерские, практикумы, круглые столы, психологические тренинги и так далее. То есть педагоги, которые попадают в эту школу, они погружаются в коми-язык и как бы апробируют все эти самые интересные формы работы с детьми как бы на коми-языке. То есть тренируются в некоторых более успешных методиках. Конечно же, такой вот формой активизации при общении детей к коми-языку является образовательная телевизионная передача на коми-языке для детей дошкольного возраста. Этой передаче уже 21 год, я сама являюсь автором этой передачи. И, конечно же, герои наших передач, персонажи, сейчас это Кикурулю и Ваткель, это друзья детей, и дети очень их любят, они хотят с ними дружить, и дети, несмотря на то, владеют языком или хорошо или плохо, они хотят участвовать в нашей телевизионной передаче. Все эти детские телепередачи вы можете посмотреть на сайте телевизионного канала Юрган, и как бы можете продемонстрировать своим деткам в детском саду. Мы ежегодно проводим республиканский праздник Чолом Джолюкес. Этот праздник проводится на коми-языке, происходит встреча с персонажами телепередачи. Обязательно мы выбираем большую сцену, чтобы было много зрителей, много гостей, много артистов на сцене. И, конечно, эти праздники проводятся как шоу. Первое время, конечно, все удивлялись, как можно в течение часа проводить праздник на коми-языке, не переходя на русский. Ну а сейчас уже все привыкли. В этом году в связи с такой вот ситуацией мы проводим наш праздник в дистанционном режиме.
И в группе Джолюк Малышок мы будем демонстрировать этот праздник. Вы можете опять же к нам войти и посмотреть. И также будет подготовлена телевизионная передача. Обязательно мы участвуем в разных передачах на телевидении, где мы рассказываем о пользе двуязычного образования, о важности сохранения коми-языке, особенно в коми-семьях. Также у нас есть вот такой вот проект, как библиотечка для дошкольников Джолюк в журнале «Бикинь». Сейчас регулярно выходят вот такие маленькие книжки в журнале, и педагоги, родители могут создавать библиотеку на коми-языке у себя дома или в детском саду. Постоянно мы проводим различные акции разным праздникам, разным датам, и количество участников у нас все растет и растет, и, в общем-то, все эти акции мы проводим на коми-языке. 2 раза уже у нас прошел вот такой вот фестиваль «Шуда челядыр коми черный пыр», когда дети вместе с родителями, с педагогами демонстрируют свои таланты в разных номинациях. Этот фестиваль проводится. И, в общем-то, работы раз от раза все лучше и лучше. Обязательно по каждому фестивалю мы создаем вот такой вот электронный сборник, и этот диск получают все участники этого фестиваля для того, чтобы они могли познакомиться с работами своих коллег, детей и так далее. И вот я хочу продемонстрировать в социальной сети ВКонтакте у нас создана группа Джолюк Малышок. И я прошу всех подключиться к этой группе. Сегодня уже где-то более 1500 активных участников. И здесь вы будете узнавать все эти новости и увидите все те проекты, о которых я сегодня буквально вот скороговоркой вам рассказала. Увидите все материалы и фестиваля «Шуда челядыр». Сейчас мы опять же там демонстрируем работы участников педагогического марафона «Коми-язык и дети». И там же у нас объявление о празднике Чолам Джолюкес. Может быть, наш праздник будет не только республиканским, но и межрегиональным. Если коми-пермяки, вы подключитесь к этому празднику, время еще есть. Все условия участия в празднике на этой страничке описаны. Желаю всем успехов. И, в общем-то, конечно, вот благодаря вот такой вот грандиозной работе мы видим, что начало изменяться отношение к коми-языку от отрицания к принятию. Родители уже с желанием включаются в эту общую работу. Многие просят, чтобы занятия в детских садах проводились обязательно, чтобы коми-язык не забывался. И, в общем-то, нам очень дороги вот эти их высказывания, которые мы вот демонстрируем на экране. Это вот разные родители. Ну и, конечно же, некоторые проблемы, конечно, бы хотелось осветить. Я думаю, что это проблемы общие для всей России. Во-первых, это отсутствие преемственности в обучении коми-языку при переходе от детского сада в начальную школу. Мы вот делаем большую работу, дети привыкают к коми-языку, а переходя в школу, там языка нет. И, конечно, язык забывается. И, конечно, второй момент – это то, что снижается все-таки уровень языковой компетентности педагогов, больше все-таки переходят на русский язык, уже нету вот этой чистой коми-литературной речи, в какой-то степени методическая такая вот компетентность, может быть, не на самом высоком уровне. Вот это все те проблемы, которые мы поставили решать в будущем. Ну и надеюсь, что родной язык именно через маленьких детей будет возвращаться в социум. Атте кывзамщит, мечайта мы миан йортащам воджек утас пашкавны, корот яныс пырычыны, джолюк группа, джолюк малышок группа, и кутам там отбилыш унжик, став бурса, быт бурса, аддишлы тэч.
Сколько времени?